Сайғылы достар, студиямызға мұсафыр келді. Мұсафырымызнен лаф етмеге вақыт келді. Бөле мерақлы бір мевзуны айдынлатacağımız. Бұл біздің тарихымызды ер алған бір вақиа. Мұсафырымыз бұл вақытта тариф етмеге енді азыр. Bizim studiyamızda Qırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın Medeniyet ve Medeni Miras Saklaması meseleleri boyunca komitetinin reisi Анатолий Волков. Доброе утро, Анатолий Николаевич. Как настроение? Как началось ваше утро? Спасибо, благодаря вам, отлично. Рада приветствовать вас в нашей студии. Да, мы знаем, что именно с 4 по 11 февраля 1945 года проводилась Ялтинская конференция. Прошла она в Крыму. Всем это известно. Все-таки какое значение имела эта конференция для нашей страны? Ну, не только для нашей страны, а для всего мира. Это действительно одна из тех конференций, которые определили жизнь многих государств, всех, собственно говоря, государств на долгие десятилетия. Ну, наверное, удержалась вот именно в полном объеме вот условия Ялтинской конференции до 90-х годов, когда наш мир, он был двуполярный, и из-за того, что Советский Союз разрушили, так сказать, с моей точки зрения, люди, которые его предали, идеи изначально предали Советского Союза. Вот, собственно говоря, с того момента те договоренности, которые были между двумя, так сказать, известными, мощными такими лидерами, как Рузвельт, Черчилль, собственно говоря, и Иосиф Виссарионович Сталин, вот, они были в одностороннем порядке начали разрушаться. То есть однозначно наши западные партнеры нарушили договоренности следующего характера. Ну, там много было, объективно было, если у нас Тегеранская эта конференция, она говорила о том, как нужно ускорить победу, это высадка десанта получается, ну, второго фронта открытие, это в Нормандии, открытие второго фронта, то уже Ялтинская конференция, это в основном мироустройство дальнейшее. Первое, это как будет дальше, на каких условиях будет жить Польша, Чехия, Словакия, точнее это стала Чехословакия, да? Это непосредственно вопросы контрибуции. В данном случае мы знаем, что Восточная Пруссия, а именно Калининград современный, отошел к Советскому Союзу в виде контрибуции. Мы знаем, что определилась судьба Югославии, тогда Брос Тита, который боролся с фашизмом, он, собственно говоря, имел возможность самостоятельно развивать югославскую страну. Ну, мы помним в 90-х годах, когда Берлинскую стену разрушили, буквально через некоторые годы, что произошло. Те люди, которые освобождали, наши советские солдаты, которые освобождали Западную Европу от фашизма, все памятники рушат. Ну, вот, ну, и Югославию через несколько лет уже бомбили и сделали все для того, чтобы расколоть ее на несколько отдельных государств, там Босния там, и так далее, там, Белград с мирными жителями бомбился, то есть там не было никаких военных, не было никаких боевиков, это абсолютно мирный город на тот момент был, никакой там армии не было, это был такой именно удар показательный. Это был удар вот именно нанесен по тем договоренностям по Ялтинской конференции. В дальнейшем началась односторонняя, так сказать, отход от тех рамок, которые были, которые были соглашения, к которому подошли вот эти три государства, собственно говоря. Ну, как-то так. Сегодня проводятся ли какие-то мероприятия в память об этом событии? Безусловно, вообще весь мир понимает, что это было за дата. Такой период был мир, условный мир. Почему условный? Холодная война, да? То есть мы знаем, когда Рузвельт, на самом деле, вот люди, которые эту войну пережили в управлении, Черчилль, ну, пришел Гарри Труман, он, конечно, начал сразу уже агрессивную политику в Японии, несмотря на то, что уже война, кстати, тоже на Ялтинской конференции, Советский Союз договорился, что откроет второй фронт уже с Японией. И когда война уже почти закончилась, мы же помним, как на Хиросиме и Нагасаки в показательных целях сбросили ядерную бомбу, опять же. Нужно было это делать. Конечно, этого не нужно было делать. И так уже Япония на тот момент, Тихий океан был весь сломлен и так далее. Вот. И собственно говоря, вот это вот отхождение от всех норм, вот опять же вот так вот подтверждается еще раз, то есть с любой стороны. Но можем ли мы говорить, что договоренности, к которым пришли в ходе этой конференции, окончательно перестали иметь силу с развалом Советского Союза?
ну, ну, правильно, кстати, вы сказали, на развал, потому что некоторые сейчас говорят, да, что он там, ну, его и развалили. Вот очень важно, что он не сам развалился, а нужно подчеркнуть, что его развалили, то есть уничтожили, да. Вот вы еще сказали по мероприятиям. Да, у нас в Крыму, кстати, мероприятия проводятся, и сегодня у нас будет вот совхоз «Красный», будут обсуждаться итоги Ялтинской конференции и сегодняшний момент пребывания. Вот знаковое, кстати, место, совхоз «Красный», мы знаем, тысячи людей там погибло. Это вот те самые период, когда для нас это Великая Отечественная война, а это была Вторая мировая, то есть для всего мира, сколько людей погибло. И вот знаковое такое место сегодня вот в Госсовет будет наш проводить очень серьезное мероприятие. Это Ливадийский форум. Вот. Ну, конечно, можно сказать, что они и сейчас Ялтинская конференция, ну, сегодняшние будни отражает. То есть мы видим, что мир стремится к двуполярности. То есть так уж сложилось изначально, да, что если есть монополия власти во всем мире, то мироустройство, которое появляется, оно не всех устраивает. С другой стороны, когда он был двуполярный, тут, конечно, четко все понимали, что есть маленькие государства, которые сегодня эксплуатируются. Вот миропорядок, да, если мы говорим новый, да, его навязывают, так называют условная демократия. Потому что в чистом виде демократии мы понимаем, что это такое. Условная демократия, жил Ирак по своим правилам, у них свои традиции, у них свои выбранные системы. Мы принесем демократию. В конечном итоге мы видим, что там полностью разрушенное государство уничтожили, развалили. Каддафи, пример. Государство процветало, было богатое государство, решили уже перейти к своему золотому динару, там все отлично у них было. Вот. Захотел такой более мировой такой независимости. Результат такой, под видами какими-то непонятными, гарантируя безопасность Каддафи, да, разбомбили, уничтожили страну, ввергли ее в нищету. Таких примеров очень много на самом деле, такой вот демократии, Югославия и так далее и тому подобное. Поэтому актуальность договоренность тех сегодня, она действительно ясна. То есть сегодня опять мы должны садиться за стол переговоров. Притом я хочу сказать, наш президент, собственно говоря, и наше государство, оно постоянно открыто, постоянно мы заявляем, давайте к общению, приглашая к диалогу. Нас же давят, в буквальном смысле слова, санкции, санкции, санкции. То есть система не договоренности, не диалога, а принуждения. То есть вот, грубо говоря, к чему это приведет, но рано или поздно все равно все сядут за стол переговоров. Я думаю, что люди на Западе – это люди прежде всего. И, конечно, они рано или поздно поймут, что их руководство на самом деле ведет их в тупик. Вы сказали о знаковых мероприятиях, да, которые проводятся в память об известных событиях. И в целом сохранение культурно-исторического наследия для нашей республики – это очень важно. Так вот, какие мероприятия, какие проекты и работы запланированы на 2021 год для сохранения вот, культурно-исторических памятников и музеев Республики Крым? Ну, памятников у нас, слава богу, и это большое достояние, у нас очень много. Давайте, наверное, условно их, вот как раз о Ялтинской конференции, и условно, то есть и то нам очень ценно. Вот мы поговорим сейчас, наверное, о памятниках Великой Отечественной войны, потому что сейчас два основных таких вот проекта, и непосредственно иные памятники не менее ценные. Ну, для нас вот сакрально сейчас вот это вот, если мы говорим о Великой Отечественной войне, о наших великих войнах, павших, и там тоже есть знаки, всего их 888, есть, получается, у нас захоронения, там, где павшие солдаты, и есть памятники, которые, ну, знаки, памятные знаки Великой Отечественной войны. Ну, сегодня у нас более 500 приведено в надлежащий хороший вид, вот, ну, и получается, более 300, это, получается, 200 с лишним требует поновления. Вот, и получается 100 с лишним, это 100-125, это и которые требуют действительно ремонта капитального. Вот сегодня на них вот мы просто как это отдельная проблема, да. Получается 100, это сейчас мы делаем по 100 памятников из этих, которые находятся в аварийном, в сложной ситуации, скажем так. 100 это делают у нас все по программе Министерства обороны. Это в основном будут захоронения, собственно говоря. И в самом тяжелом положении сегодня находятся это районы. Районы у нас почему? Вот особенно Ленинский район, хочу сказать, да, и тот же
получается, и север. Это основные места, где проходили колоссальные бои. То есть мы понимаем, что там десятки, сотни памятников, и они находятся в отдаленных местах. Также это партизанские, вот где у нас там Ила, там Караби, там отдельные есть еще памятники нашим партизанам, тоже они труднодоступны. Это тоже очень действительно нужно отдельное внимание. Тут, конечно, есть программа развития сельских территорий. Сейчас пытаемся интегрировать эти объекты именно в эту программу, чтобы частично закрыть. Ну, и в любом случае хотелось бы, вот в прошлом году у нас была такая вот дата, действительно юбилейная, 75 Великой Победы. И нужно сказать, что мы обратились с призывом максимально помочь. Потому что, конечно, реставрировать, ремонтировать это никто не может, это делает только государство. А вот вопрос поновления, то есть это провести субботник, там где-то подкрасить, где-то поправить, где-то если что-то не так вот стоит там, особенно в отдаленных местах. Это мы обратились с помощью к муниципалитетам, что они на это обратили внимание. И нужно сказать, что я подчеркнул, у нас заместитель Ленинского района, и Заикин Игорь Валерьевич очень такой интересный формат провел. Он собрал людей, в буквальном смысле слова, там были и представители этих поселковых советов, и были просто предприниматели. Он просто так к ним обратился, и вот это было видеть. Это, очевидно, просто был какой-то вот такой порыв душевный, когда люди становились и говорят, вот у меня памятник там в такой-то в селе, вот, называл его условно, там стоит партизан с автоматом, название он там не знает, номер не знает. Говорит, можно я его там приведу в порядок, запишите, пожалуйста, я это сделаю. Это было казалось бы, такая, на первый взгляд, маленькая, но очень ценная помощь. Никого не нужно было уговаривать. Вот что очень сильно порадовало. Это вот как у нас есть бессмертный полк, он вот наглядно был вот проявлен на самом деле в воодушевлении людей, как они действительно с огромным удовольствием по собственной инициативе начали это делать. Вот, с огромной благодарностью. В этом году тоже хотелось бы действительно опять же попросить, чтобы это было действительно настолько ярко, правильно. И самое главное, это правильно еще вот, для объединения всех нас. То есть нас же это, наша история объединяет, наши памятники культуры, наши предки, и те солдаты, которые защищали нашу родину, защищали наши жизни, вот они там сегодня похоронены, то есть на самом деле, и хотелось бы, чтобы это вот действительно был объединяющий фактор, и вот это получается. Теперь вот хотелось бы перейти уже к второй части, такой более широкой. То есть она, скажем так, это отдельная вот наша задача, она постоянно близко к сердцу, и мы вот ей занимаемся очень вплотную. И, естественно, мы очень богаты. Крым у нас безумно богатый, и это очень радостно. Но это, и с одной стороны, это безумное богатство. Это большая национальная, культурный кластер, так скажем. Это, собственно говоря, огромный разных эпох. То есть, начиная там с античного периода, там и скифы у нас далее, и пошли, получается, у нас и сарматы, и киммерийцы, и тавры, и потом кончает, современностью, собственно говоря, там и, с одной стороны, это огромное богатство. Конечно. Люди к нам едут, туристы к нам едут. Нам это все красиво видеть, да, и приятно. Но, с другой стороны, это огромные деньги, чтобы все это содержать. И вот в этой части мы провели огромную работу. Я хочу сказать, 21 год будет, а 20-й уже начался. То есть это такая действительно, вот видно, у нас мост идет, да. Визуально видно красота, то есть вообще делают вообще очень безумно красиво, да, смотришь, особенно с Керченской Митридата, безумно красивая картина. И если мы смотрим «Дорога Таврида», то же самое. Но нашу работу, ее вот сразу так вот не увидишь, вот, а она такая вот именно стахановская, бамовская, действительно огромная. Почему? Едем и мы в Ласточное гнездо. Оно реставрировано уникальным образом, то есть по тем архивам, которые она была изначально. Ее переставили в 80-е годы, там башни добавляли. И мы материалы брали именно те, которые были изначально. Там, если это карельская береза, то карельская береза. Если это дуб, то это дуб. Если он там мореный и нужно, чтобы он отлежал там 30 лет, значит, это так и было. То есть, на самом деле, каждая плитка, все выбиралось именно так, как оно было. То есть, по архивам. Спасибо большое нашим архивам. Там действительно поднималась и очень большая работа проведена. Что касается объектов, которые сегодня уже готовы, вот к 9 мая мы откроем еще лестницу Митридат. Она белоснежная, обалденная. Конечно, со временем она примет еще такой оттенок слоновой кости, как это положено, как наш вообще крымский известняк. Вот он делается, опять же, это тот же самый известняк, где-то здесь восстанавливается, какие-то камни. Это все те же самые примерно карьеры, с которых она изначально в 19 веке строилась.
и мы уже дальше, у нас идет стела воинам нашим, да, воинской славы. Наверху Митридата она прям идет, собственно говоря, тоже уже завершена, тоже идеально выполнена. Идеально, хочу сказать, поблагодарить Баварский дом, только вот приехал не так давно, был в Керчи, и вот на самом деле работа очень замечательная. Рядом у нас вниз спускаешься, Романовская лестница, это гимназия, уже подготовленные работы, уже начатые работы, собственно говоря. Мы скоро увидим, опять же, такую красивую и волшебную. Переносимся дальше. Героев Аджимушкая работа у нас получается, катакомбы. Сегодня, опять же, Керчь, крепость Татлебина, крепость Керчь. Точно так же приводится в порядок, фасадная часть уже готова. Если переносимся в Симферополь, то мы видим, что у нас уже сдали мы дом, где оперировал великий Пирогов, основатели всей нашей российской военной хирургии. В данном случае это дворянский дом. Там у нас открыт факультет хореографии. Наши дети будут там учиться танцевать. То есть какое великое дело, да, то сейчас там сделано. То есть колоссальная работа проделывается, да. Я подчеркиваю, как используется. То есть на самом деле помещение, это музей, это действительно будет использоваться в том направлении. Сегодня у нас здание, это наш шахматно-шашечный клуб. Тоже в этом году, в 2021, мы его откроем, я в этом убежден. Уже кровельные работы закончены, внутренние работы практически закончены, сейчас делают еще параллельно фасады. Мы тоже это все увидим своими глазами. Огромный, великолепный, единственный, наверное, пример такой вот у нас во всем мире нет, да, ну, все знают, что нет, это Бахчисарайский дворец. Сегодня что-то мы там делаем. У нас там сейчас работа ведется и на 6 объектах. Это у нас непосредственно сам, получается, центральная часть, там самая сложная работа, там идет просадка. Ну, за счет времени, ветхости, все-таки время прошло, а стены, они все-таки выполнены и не совсем прочного материала традиционно, да, и они дали осадку, поэтому сейчас пришлось что, снять крышу, какая колоссальная работа, представляете? Конечно. Вот, и надо, сейчас укрепляются стены, потом обратно будет поставлена та же самая крыша, дальше, это вот насколько колоссальная работа, просто представьте, видели, какой огромный купол на Башкирском дворцом построили, чтобы ни в коем случае не повредить эту нашу великолепную крымскую ценность вообще. И дальше у нас идет гаремная часть, у нас идет работа. Потом места захоронения, собственно говоря, этих деревьев. Это тоже очень, ну, собственно говоря. Действительно, колоссальная работа. И это примеров много-много. Вот, Воронцовский дворец, и так через запятую, сделано очень много. И сделано делается много, да, и говорю, планов, тем не менее, тоже очень работа много. Работа колоссальнейшая, да. Мне кажется, по каждому отдельно можно будет приглашать и разговаривать. Вот у нас вот две такие передачи, только на один дворец ханский, собственно говоря, уйдет. Там есть плюсы, есть минусы, много о чем поговорить. Люди там вопросы задают, нужно ответить на все вопросы. Спасибо большое, что посетили нас сегодня, и спасибо за ваш труд, который вы проделываете, потому что память бесценна, и во многом это благодаря таким людям и таким, так сказать, такой работе проделанной, которую проделываете вы. Спасибо крымчанам, они вот большие энтузиасты, и вот на самом деле все мы вот, это великий народ. Хорошего дня. Спасибо. Өзім яйнымыз есе яваш соңына яқынлаша, сайғыл достлар, субетіміз соңына келді. Да бір рубриканы сейретежеміз, ондан соң сауықлашажамыз.